Уважаемые наши зрители, сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Мы давно с ним уже договаривались встретиться, но вот наконец он приехал на побывку на праздники к родителям, живет в Уфе. И вот мы с ним сейчас встретились в редакции для беседы. Позвольте представить Нигматянов Альфит Рафаилович, наш земляк из деревни Алгазнарат, выходец, в настоящее время он работает в Уфе, является председателем Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий. Вот такая у него длинная должность. Ну вот сейчас я обращаюсь к нему. Альфит Рафаилович, сначала давайте немного расскажите о себе. Вы же не так просто, вот это же такая специализирующаяся на таком своеобразном сегменте общественной организации инвалидов. Вот как, видимо, вы тоже имеете какое-то отношение к этим боевым действиям, инвалидам и так далее. И вообще, сначала давайте расскажите о себе. Вот, я бы сказал, что вы выходец из деревни Алгазнарат, и более подробно о себе. Добрый день, Рашид Хайварович, дорогие земляки. Дело как, всегда что-то начинает свое начало, берет из себя, да, где-то заложено. Во мне, наверное, это было заложено в моей семье. Мама учительница, вот, в школе моими учителями, в нашей прекрасной деревне Хамитово, скажем, да, Алгазнарат, где процветает очень сильно патриотизм, любовь к родине, защита ближнего. Всегда с детства, еще и с садика, помните, и в школе начальных классов. Пришло время, как сказать, тоже вставать в защиту Родины. Несмотря на то, что я имел тогда отсрочку от государства, обучаясь в Уфимском финансово-экономическом колледже в 2002 году, ввиду с международным терроризмом, который столкнулся наша страна, Российская Федерация, и когда Россия нуждалась в своих сынах, мной было принято решение отказаться от предоставленной отсрочки. Это в рапортном порядке военкома Советского района города Уфы. И досрочно защитив свой диплом, направился служить в вооруженные силы Российской Федерации. Как и любой мальчишка, мечтавший служить в воздушно-десантных войсках, забирает меня именно 106-ю Тульскую дивизию ВДВ, легендарную, предупредив, что через подготовку уходим на Кавказ. Вот, это, конечно, еще раз добавило патриотизма. И попав в 51-й парашютно-десантный полк краснознаменный имени Суворова второй степени гвардейского, меня распределили в разведывательную роту полка. Это высшая элита подразделений воздушно-десантного войска. Там же после краткого времени, в течение 2 месяцев, меня ставят на должность командира отделения разведвзвода и заместителя командира разведывательного взвода 51-го полка. После подготовки мы прибыли на борьбу с терроризмом, контртеррористическую операцию для проведения в зоне боевых действий Чеченской Республики. Вот, Веденский район Чеченской Республики, зона ответственности 106-й дивизии. Выполнялись разные задачи: разведпоисковые действия, разведзасадные действия, блокирование прохода через границы международного терроризма. Порой бывало, конечно, до 5 суток в горах. Это сейчас вспоминаем, конечно, с ребятами очень гордостью. Лично обеспечивали выборы Ахмад Кадырова. Вот, именно прорыв боевиков, когда пошли, чтобы не состоялись эти выборы. Да, не то, что там просто отвлекающий маневр, а было до того, что был взорван участок выборный, вот, детонировавший, там заложенный был фугас, и прорыв боевиков. Бой длился более часа.
нашими десантниками велось это отражение натиска боевиков в деревню. Ни один боевик не прошел, ни один десантник не погиб, но в бою так бывает, ранение, контузия. Вот в этом бою я получил контузию головы. Несмотря на контузию, командовал уверенным своим личным составом в отражении, в тактике наступательного характера по выбиванию, пока подкрепление прибыло. Вот в этом порядке. Конечно, мне показалось, что этот бой длился 15 минут. Потом офицеры, конечно, сказали, это после контузии. Получается так, бой длился более часа. Вот, впоследствии этой военной травмы, конечно, у меня на сегодняшний день есть свои последствия, и я являюсь инвалидом войны сам по отдаленным последствиям военной травмы. Ну, здесь, конечно, уже, когда в Уфе я обратился в организацию инвалидов боевых действий, как в дальнейшем сотрудничестве, эта работа как-то показалась мне очень не то что интересной, а нужной, потому что ветераны, приходя из вооруженного конфликта, кому-то реабилитация нужна, кто-то уходит в себя, кто-то реализовывается. Вот в этом плане, конечно, вот эти общественные организации, они нужны для ветеранов, для инвалидов боевых действий, и также в целом для патриотического воспитания нашей молодежи. На сегодняшний день это именно на ветеранах боевых действий лежит эта ответственность. Я скажу, даже ответственность, чтобы прививать любовь к родине. Сначала, значит, вы обратились просто как участник боевых действий в организацию, а потом уже начали в ней работать, да? Да, совместно начали работать. Обратился я по получению медицинской помощи, реабилитации в Московском, там хороший центр был. Вот, видя, как ребята работают слаженно, мне это как-то заинтересовало. И вы там начали работать? И начал работать, да. И сначала потом председателем реабилитационной комиссии меня назначили. Мне посчастливилось работать очень грамотными людьми, очень грамотными и очень заслуженными. Это могу отметить, это Фахриддинов Иршат Юнирович, депутат 2 созывов Государственного федерального собрания Российской Федерации, офицер 3 войн, который прошел Афганистан, Абхазию, Чечню, который до последнего боролся за справедливость ветеранов, даже будучи заболевший ковидом, находясь в реанимации вот этой маской, он мне писал: Альфред, вот сейчас позвонят, надо решить вопрос вот этого ветерана. Далее Максим Михайлович Тураев, это 2 раза участник военного конфликта в Чечне, штурмовавший в свое время город Грозный, и инвалид 1 группы, тоже возглавлял он потом организацию по реабилитации ветеранов боевых действий, инвалидов. Вот, к сожалению, на сегодняшний день их с нами нет. Это, конечно, вот тот опыт, который они мне передали, это очень на сегодняшний день весомый мой, скажем так, ценный багаж, который я на сегодняшний день применяю сам в помощи ветеранам, инвалидам. И, конечно, под руководством Гизатуллина Наильса Мигуловича, это депутат Госсобрания Курултая Республики, который прошел все военные конфликты, которые проходила наша советская армия и российская армия. Это полковник авиации, командир эскадрильи. Вот, когда вот такие сплощенные команды, и видишь, что из них каждого горит помочь ветерану тому или иному инвалиду, это, конечно, дает какой-то стимул, и, конечно, я благодарен, что им вот они... А много обращений? Обращения, да, достаточно. Это у нас в основном по медицинской реабилитации, по медицинской части,
По получению ветеранов боевых действий удостоверения есть ребята, которые еще не признаны ветеранам боевых действий, отвоевавшие, но не признанные. Вопросы признания, да? Да, вопросы установления и выдачи удостоверения соответствующего образца. Установление группы инвалидности – очень тяжелый вопрос на сегодняшний день стоит. Неочередное получение медицинского обслуживания в медучреждениях. Да, вот у нас по федеральному закону она все установлено, постановление правительства Российской Федерации под 123 номером. Ветераны, инвалиды боевых действий получают неочередное лечение. Это что у нас гласит? Подошел человек в регистратуру, попросил амбулаторную карту, мне нужно неврологу. В неочередном порядке его обязаны туда привезти. А нашим говорят, через неделю придите. И далее вот, направляют. Бывает, решаем такие моменты. Много районов, я как руководитель правового центра еще воин выхожу напрямую звонком главным врачам, разъясняю действующее законодательство. Далее предлагаю решить до прокурорского реагирования данный вопрос, и благополучно ветеран получает. Но, к сожалению, пока вот, это только начало. Вот, далее вопрос, также вот, например, ветеран боевых действий умер, а члены семьи не могут получить удостоверение, так называемое удостоверение члена умершего, погибшего ветерана боевых действий. Тут вот, социальная защита упирается и начинает отказывать. В основном идут отписки. Это от чего идет? Это идет от того, что той или иной специалист, который сидит в должности, не может разобраться, например, какой-нибудь норме права, какое-то законодательство. Поэтому приходится все это разъяснять. Наша непобедимая, бессмертная российская бюрократия, волокита все еще пока живет, да? Так точно. Прокуратура хорошо работаем, вот с Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Башкортостан. Вот на той неделе мы подписали соглашение с руководителем о дальнейшем сотрудничестве по защите прав ветеранов и инвалидов боевых действий. Следственный комитет охотно берется, прокуратура охотно берется, вот, детьми-сиротами также занимаемся, вот, в реализации жилищных прав. Вот, кстати, ветеранов тоже много, реализация ветеранов боевых действий, жилищных прав. Это получается, есть законодательство, кто стал до 1 января 2005 года, не реализовывается. Например, они стоят там до 2000 года, кто афганец еще в 94-х годах стоит. Получается, дочь замуж вышла, с прописки снялась, а учетная норма увеличилась до 12 квадратов, да. И здесь уже сотрудники администрации с криком «Ура!» его принимают и выкидывают с этой очереди, выписывают. И по действующему законодательству, конечно, это нарушение. Вот, приходится уже это в частном порядке или в прокуратуре восстанавливать те или иные вопросы. Женам инвалидов боевых действий, супругам, получается, отказывает получение вот инвалида боевых действий, когда умер. Тоже, чтобы получить те или иные социальные гарантии, ей должны выдать удостоверение умершего, погибшего инвалида боевых действий. Вот, самый такой для меня был, конечно, важный момент, когда супруга Ильшата Юнировича, вот, депутата Госдумы, офицера 3 войн, которые в Москве отказали в выдаче этого удостоверения, и она нам обратилась, Гузарян Баровна. Конечно, для меня это был как удар, как моего учителя и нашего достойного республиканского человека, который, да, представлял на уровне России, на уровне войн всех. Но это было для дела чести. Переговаривался с Москвой, непосредственно отделом социальной защиты Филидовыцкого района. Вот моему удивлению было, что начальник вот этого отдела не может разобраться, кто по статусу, кто это является инвалид боевых действий и ветеран боевых действий.
Вот, пришлось по телефону, откройте федеральный закон номер 5 о ветеранах, откройте статью 4 инвалида войны. Вот таким макаром пришлось разъяснять, что именно неправомерный был отказ. После данного вмешательства через неделю вызвали Анварова, выдали данное удостоверение. Это, конечно, вот было и обидно, с одной стороны, и приятно, что мы отстояли все-таки, но данные вопросы должны сразу на местах решаться. Я помню, мои сверстники тоже участвовали в Афгане. Мои сверстники. И некоторые, ну это не скрывается, некоторые с горечью говорили, вот, прямо чиновники, бюрократы наши говорили, мы вас в Афган не посылали. Но сейчас, наверное, такого нет. Ну, уж явно такого нет, такого наглого ответа того, я вас не посылал, что ты ко мне обращаешься? Нет, таких вопросов. Сейчас уже, наверное, нет такого наглого ответа. Нет, да. Бюрократия, волокиты все еще есть, да? Афганцы попали... Нет, я не только про Афган, я имею в виду после этих... Да, у них вопрос попался, они как бы советская армия была, а после вот новой России, когда только вот не все установилось, наверное, появлялись такие безответственные люди, которые так и говорили. Я много слышал. Я не про Афган просто, вот да. Про нынешних, про чеченцев, про эти. Сейчас, наверное, так явно не говорят. Сейчас так явно не говорят, но сейчас она лежит просто на бумаге, как бы отказным письмом. И просто вот, как я юрист, мне порой смешно, когда я читаю данный отказ, не то что смешно, мне становится иногда страшно, что, например, какой-то в должности человек подписывает данные отказные письма. Да? Да, скажем, вот это вот, если мы посмотрим федеральный закон о государственной службе и муниципальной службе, когда они берутся на эту работу, они проходят конкурсный отбор. А вот по этому письму просто видишь и смотришь, что данный человек, подписывая вот этот ответ, он подтверждает, что он по квалификационным требованиям и своим знаниям, профессиональным навыкам, он не подходит занимать эту должность. Вот это вот обидно, что вот именно суются вот эти люди, которые даже не могут, например, разобраться в норме права одной статьи Жилищного кодекса, и приходится его объяснять в кабинете прокурора, разъяснять данную ситуацию. Вот это самое горечное. Ну, потихоньку все равно складываются победные результаты есть. И квартиры мы получаем через судебные. Здесь, в Татышинском районе, непосредственно я напрямую участвовал в судебном разбирательстве. Мы получили ветерану инвалида боевых действий хорошую квартиру, которая была положена по законодательству. Хотя вот до нашего вмешательства у него прошло 9 лет. 9 лет не мог получить, да? Да. То же самое бывает вот удостоверение ветерана боевых действий. Обратился военнослужащий пограничной службы. Не выдают удостоверение ветерана боевых действий с 2005 года. Вот позапрошлом году вот он обратился в нашу организацию, восстановили. Бывает, да, в военкоматах бывают такие моменты, что говорят, в устном порядке говорят, да у вас нет вот этого. Но в устном порядке сказать одно, а обязанность военкомата запросить архивную справку того или иного военнослужащего, который подтверждает нахождение в зоне боевых действий. И вот на основании этой справки уже направляются документы в Центральный округ, где находится. Вот у нас непосредственно Башкортостан, мы относимся к Центральному военному округу в Екатеринбурге. Вот, направляясь туда, благополучно получает ветеран боевых действий. То же самое юго-осетинский конфликт. Вот, до сих пор ветеран-десантник, имеющий медаль за воинскую доблесть 2-ю степень, это 3-я по степени награда Минобороны, которую он получил в юго-осетинском грузинском конфликте по принуждению мира Грузии. До сих пор
он не получил удостоверение ветерана боевых действий. Приходит в военкомат, а у тебя нет боевых. Например, в грузинском конфликте боевых нет, потому что они не на территории Российской Федерации. Там командировочное удостоверение и выплаты, которые, соответственно, производились по постановлению правительства Российской Федерации, на то, что у него справки все имеются на руках. Вот сейчас мы работаем, город Нефтекамск, военный комиссариат непосредственно я туда вышел, беседовали, документы только-только приняли на ту неделю. Приходят, словесно говорят, вот поэтому всегда я говорю ребятам, пришли, заявление написали, оставили. Не приняли, направили в прокуратуру, что не принимают. Дальше будет работать. А на совестном мы уже не сможем доказать, вот именно пришел или не пришел. Вот такие моменты бывают. Хорошо, а как вот, давайте уж, раз вы пришли, раз нас будут смотреть, вот наши, район Шлак, как вас могут найти, как вам могут обратиться? Вы всегда на связи, надеюсь, да? Я всегда на связи, вот я всегда говорю, ребята, вот Адрес? да, у меня город Уфа, офис находится, город Уфа, улица Революционная, 82, 7-й офис. Вот, потом мой телефон 8 937 363 0505. Я всегда открыт для связи. И меня, когда спрашивают ребята, Альфит, твой телефон спрашивает, можно давать? Я говорю всегда, если человек связан боевыми действиями, я говорю, даже меня не спрашивайте, передавайте мой телефон. Соответственно, они звонят, я или назначаю встречу, где нужно, если мне как. А сейчас все коммуникации у нас есть в телефон. Все сфотографировал, по WhatsApp мне скинули, я изучаю, чтобы человека не дергать, так скажем, например, с одного района до Уфы и не отвлекать, это тоже, где можно сказать, просто консультировать. Да. Я говорю всегда, ребята, я не лукавлю никогда, я вижу, когда я смогу помочь, и здесь действительно по законодательству имеется место быть, право есть, я говорю, да, но будет тяжело идти. Если она не подпадает под законодательство, я говорю, я переписать закон не имею такого права, у меня таких полномочий нет, поэтому здесь не соответствует. Вот, в таком макаре, чтобы человек не ездил просто так, чтобы это услышать на месте. Поэтому вот так вот я и делаю. Да, спасибо большое, Альфит. Я надеюсь, наша встреча для многих будет полезной. Для многих будет интересно, кому-то будет нужна ваша помощь. Но я все-таки хочу, чтобы ваша помощь была нужна как можно меньшему количеству ветеранов, инвалидов, чтобы чиновники на местах выполняли свои функциональные обязанности, чтобы у людей, у наших воинов не оставалось необходимости, нужды обращаться к вам, чтобы уже на месте чиновник, который должен решать все эти вопросы, решал. На этой позитивной ноте. Спасибо большое за встречу, за разговор. Спасибо.